Безымянную гору могут назвать в честь якутского художника Афанасия Осипова. Его друзья попросили группу спортивных туристов найти безымянную гору, которую можно назвать именем Творца. И такую высоту удалось обнаружить. Подробности в материале Александра Зубехина. На очередной поездке в Заполярье Афанасий Осипов увидел уникальное явление природы – гало, которое его впечатлило. Впоследствии светящиеся кольца вокруг Солнца стали уникальной особенностью его картин. Альпы, Тибет и Гималаи. Художник покорил не одну вершину. На холсте природа – почетное место у гор. Он за всю свою жизнь написал очень много картин. В нашей галерее около 400 картин. И в Национальном художественном музее немало картин, которые очень такие более именитые. Его персональные выставки были в Европе, в Германии, во Франции. В прошлом году Афанасия Осипова не стало. Увековечить имя художника решила группа спортивных туристов по просьбе друзей художника. 3 недели пути, 200 километров пешком и 350 километров по воде. Присвоить имя Осипова собираются безымянной горе высотой 2500 метров. Гора находится на границе всех этих 4 регионов. Ваймяконского, Тампонского, Майского и Хабаровского края. Предлагаем назвать в честь выдающегося человека Афанасия Николаевича Осипова. Художнику исполнилось бы 90 лет. Афанасия Осипова часто называют якутским Рерихом за любовь к горам. Я очень счастлива, что именем моего отца Афанасия Николаевича Осипова назовут одну из вершин, северных вершин. Это будет еще одна моя мечта, чтобы когда-нибудь добраться до нее, зайти. Душа бессмертна, имя вечно. Спасибо вам огромное. Александр Зубехин, Григорий Хлопков, Якутск.